Якутия в мире. Мы рассказываем о якутянах, которые смогли расширить границы мира, живут и работают в разных странах и континентах, но не забывают о родных истоках. Добрый день, дорогие друзья! С вами передача «Якутия в мире». И сегодня у нас в гостях Ирина Григорьева, представитель саха-канадской диаспоры. Ирина, добрый день! Спасибо огромное, что согласились принять участие в нашей передаче. И хотелось бы традиционно попросить, как всех наших гостей, рассказать немного о себе. Меня зовут Ирина, я родом из Якутска, я родилась в городе Якутске, здесь училась во второй школе, закончила 9 класс, потом уехала в Соединенные Штаты Америки по программе обмена студентов, школьников в 1994 году, и год училась в Америке. Потом приехала и закончила Якутскую городскую, на тот момент, коммерческую школу, по-моему, сейчас называется по-другому, Якутский городской лицей. И поэтому у меня таким образом 2 школы, к которым я очень сильно привязана. У меня друзья, одноклассники из обеих школ. В общем, всю свою, как можно сказать, жизнь и детство провела в городе, поэтому очень люблю город, очень люблю Якутск и очень люблю сюда приезжать. Здорово. Как часто бываете в родном Якутске? Последний раз я была в Якутске в 2018 году, а в этом году подвернулась такая возможность приехать на первый форум соотечественников, живущих за рубежом. Я сама проживаю в Канаде, в провинции Онтарио, в городе Торонто уже много лет, и как только такая возможность представилась, было очень интересно, и до конца мы, конечно, не знали, состоится ли форум, состоится ли поездка. Довольно-таки сложный путь, даже чисто логистически был, продумать маршрут, как доехать в современных условиях. Но, тем не менее, форум состоялся, мы приехали, и таким образом приехали на первый форум соотечественников, и очень была насыщенная, интересная работа, познакомились с очень интересными земляками, живущими в разных уголках мира. Это был очень такой интересный опыт. И, конечно, сама поездка в Якутск – это всегда... для нас, для меня лично это положительные эмоции, встреча с родными, с друзьями, с одноклассниками. Это очень долгожданная такая поездка, которую мы всегда ждем. Особенно, когда живешь далеко, за пределами республики много лет, то это поездка для нас просто вообще как глоток свежего воздуха. Мы очень рады, что вам удалось все-таки приехать, несмотря на ситуацию, несмотря на сложности с логистикой. А какие мысли были у вас до форума, и после форума? Вы знаете, я, наверное, не открою Америку, скажем так, но несмотря на то, что происходит все в мире, еще сильнее почувствовал себя частью Якутии. То есть эта принадлежность к своей республике, к своим корням, она еще сильнее проявилась у меня в этой поездке. Может быть, это тоже с возрастом еще приходит, но такое есть, что человека все равно тянет к корням, к истокам, быть там, в той среде, где он вырос, потому что эти наши друзья, родные, которые, скажем так, мы в детстве, в юности, сформировали эти отношения, они все равно эти отношения, их очень сложно заменить потом. Даже будучи мигрантом в другой стране, это непросто. Там тоже есть друзья, знакомые, но это уже все равно не друзья детства, скажем так. И родные, родственники. Эта принадлежность к Якутии, она еще сильнее, очень сильно, у меня очень сильно проявилась в этой поездке. Я себя прямо ощущаю частью Якутии, частью республики. У меня есть такая скажем так, гордость, национальная гордость за то, что я отсюда. Здесь мои корни, и я из Якутии. Это очень отрадно слышать, и надеюсь, что таких наших земляков много, во всем мире. Здорово, что удалось их собрать на первый форум соотечественников якутян. И хотелось бы, наверное, спросить, как человеку, который давно, проживает за пределами республики, что бы вы хотели донести до родной республики? Потому что, мне кажется, что на самом деле республика должна, наверное, не только просить какую-то помощь, у наших якутян в разных уголках земли, но также прислушиваться к тому, что важно для наших земляков, что для вас важно, как республика могла бы вам помочь. Вы знаете, я думаю, что здесь сотрудничество должно идти в 2 направлениях. То есть и от нас, и от республики. И этот диалог, он, конечно, принесет результаты и плоды, пусть даже, может быть, не сразу, но в будущем. И люди, которые работают за пределами республики, это люди очень опытные.
они работают в разных сферах. Люди, которые добились определенных высот, достижений в карьерном плане, да, в плане общества, в котором мы живем. То есть мы тоже активные общественники, активисты, у себя в Канаде в том числе. Я очень активно, я работаю и также еще и занимаюсь общественной работой в Канаде. То есть, в канадские нон-профит организации я тоже там активный член. Поэтому у нас, конечно, очень много опыта. Мы можем поделиться этим опытом, помочь родной республике. И то, что республика в этом году собрала нас, всех земляков, не все смогли приехать, конечно. Очень многие не смогли приехать по понятным причинам. Но, тем не менее, те, которые приехали, это люди очень активные тоже, энтузиасты, оптимисты, позитивные люди энергичные. И, конечно, оно все равно принесет определенные результаты и плоды, потому что, и не раз это было сказано тоже на форуме, мы все амбассадоры своей родной республики. По нам другие люди, иностранцы, судят о том, что такое Якутия, что такое люди из Якутии. И насколько, я могу опять-таки своего личного опыта сказать, канадцы, которые знают меня, моих родных, моих друзей, которые живут в Канаде, они всегда говорят: о, Якутия — это такая удивительная, прекрасная республика, и там живут такие хорошие люди, очень умные, стойкие, энергичные. То есть мы все амбассадоры. По нам судят. То есть имидж республики, имидж якутянина, имидж Якутии мы несем в себе каждый день. И по нашим поступкам, по нашим мыслям люди судят о Якутии. И многие знают о Якутии, особенно Канада, она очень похожа на Якутию в климатическом плане, в географическом плане, да. Очень много есть общего. И поэтому в этом плане мы всегда рады представлять республику, стараться в таком позитивном, скажем так, ключе, в положительном имидже. Здорово. Пользуясь случаем, наверное, скажу вам огромное спасибо за то, что вы несете амбассадорство, да, что помогаете людям не из Якутии узнать о нашей республике. И хотелось бы попросить вас, Ирина, рассказать, поделиться историей, как вы оказались в Канаде. У нас такой довольно-таки стандартный был путь эмиграции через учебу. То есть мы уехали учиться, и в Канаде очень развита миграция через учебу. Люди, когда приезжают учиться, заканчивают учебу, там нужно иметь тоже определенные, скажем так, критерии, хорошо закончить учебу, получить рабочую визу, найти работодателя. Такой процесс, в принципе, довольно-таки, скажем так, реальный, если очень хочешь, вполне может получиться. После рабочей визы можно подавать на постоянное место жительства, потом уже так далее. Да? То есть это такой процесс, который длится несколько лет, но по этой программе очень много молодых людей со всех уголков мира эмигрируют в Канаду, и за счет этой программы Канада пополняет свои, скажем так, трудовые ресурсы квалифицированной рабочей силой. Тоже идет на таком уже на государственном уровне именно привлечение опытных квалифицированных людей со всего мира. Соответственно, это влияет и на развитие экономики, и на развитие всего в целом. Тоже такая, скажем, грамотная политика, да, государства, которая привлекает таким образом большое количество образованных, квалифицированных людей. Но у нас, в принципе, достаточно много якутян живет в Канаде. Мы друг друга, можно сказать, практически знаем, поддерживаем. Ирина, можете рассказать немного о том, чем вы занимаетесь? Я сама финансист. Я закончила университет в Москве, я работала финансистом недолгое время. И когда приехала в Канаду, у меня, наверное, были такие немножко розовые очки, которые очень быстро слетели, что я смогу найти работу по специальности. Но, тем не менее, найти работу по специальности – это не так-то просто в Канаде. Для этого нужно приложить очень много усилий. И какая-то степень везения тоже в этом присутствует. И когда канадцы проводят собеседование, оно несколько отличается от собеседования, например, которое проводится, в России, наверное, да. Я опять-таки на свой опыт опираюсь многих лет назад, поэтому, может быть, сейчас все изменилось, но они смотрят на какой ты человек, твои человеческие качества, личные качества. И, знание английского языка, естественно, это основные характеристики, на которые опираются при приеме на работу. Они смотрят, насколько ты можешь вжиться в уже существующий коллектив.
не внесешь ли ты какой-то диссонанс в коллектив, не будешь ли ты каким-то там творителем драмы, допустим, да, то есть они смотрят на твой вот характер, на твою приспособляемость, адаптивность, и насколько вот ты станешь вот частью коллектива. И на самом деле вот это очень важно, потому что коллектив работает эффективно в любой отрасли, на любом предприятии, в любой компании, когда люди ладят друг с другом. Вот это был такой основной момент. Я вначале, не сразу это поняла, и хотя у меня было очень много интервью, я рассылала там, не знаю, сотни, наверное, если там не 1000 резюме, и думала, почему меня не зовут на собеседование? Или какие-то собеседования были там по телефону, всегда в основном первое собеседование, почему они мне не перезвонили? Вроде бы же все было хорошо. Но потом я уже начала понимать, что как нужно себя вести, как нужно отвечать. Свою самую первую работу, это была такая базовая позиция в банке, и я заметила, что всегда старались поддерживать людей и продвигать по карьерной лестнице людей, которые вот именно ладят с другими людьми. То есть вот это основные качества, чтобы человек был очень таким позитивным, очень общительным, и вот soft skills, да, вот они должны быть у него на очень хорошем уровне. То есть вот я не знаю, как сейчас в современных условиях берут на работу и как людей продвигают здесь, но вот именно вот эти качества, чтобы человек умел ладить со всеми, с людьми, везде, на любом уровне, вот это главное. Очень было интересно это узнать, потому что на самом деле, мне кажется, у нас это пока еще не так распространено, да? Но это вот распространено, например, в работе со стартапами как раз. Да. Он смотрит именно на человеческие качества в том числе. Вот, очень пристально смотрят на то, как ладят с друг другом внутри команды. Но это тоже играет очень большую роль. Да, вот именно как бы человек должен приносить пользу, да, коллективу и приносить прибыль компании. То есть все равно капитализм, он есть капитализм, и вот именно вот то, что именно прибыль, она когда формируется, она формируется в том коллективе, который работает эффективно. А люди работают эффективно, когда они ладят друг с другом, когда у них очень хорошая внутри атмосфера, и идет такой обмен энергетикой, да, сильный. И тогда получается вот все цели, все они как бы получаются. То есть вот как бы вот, принцип, в общем, вот такой. Принцип еще сотрудничества, наверное. Да, и помогать друг другу. То есть люди помогают друг другу, при этом ничего не ожидая взамен. Там, допустим, если человек уходит в отпуск, никто не будет платить тебе за это. Например, там, за замену другого человека в отпуске. Ты это делаешь, потому что тебя попросили, и ты будешь это делать. Потому что когда ты уйдешь в отпуск, кто-то другой тоже будет делать твою работу. То есть вот такая взаимовыручка и взаимозаменяемость тоже в том числе. Поэтому, незаменимых людей нет, но как бы вот в таком, в хорошем смысле слова. Раз уж мы говорим, да, про коллег, хотелось бы узнать, что обычно вы рассказываете коллегам про Якутию, про родную республику. Конечно, очень много вопросов, потому что Ирина Григорьева, да, они говорят, ой, у тебя имя такое, русское имя, да, ты из России, так, смотря на мою внешность, всегда очень удивляются, да, потому что в их воображении человек из России – это блондин с голубыми глазами, да, и тогда я начинаю рассказывать, да, Россия – это вот такая большая многонациональная страна, и там живет очень много национальностей и этносов, и как бы немножко вот рассказываю. Но тем не менее все знают про Сибирь. Когда я говорю «Сибирия», они сразу понимают, Сибирия, понятно, там живут же люди, там живут коренные народы. Они это тоже знают, потому что в Канаде же тоже есть коренные народы. Я говорю, да. То есть коренные народы мы немножко тоже рассказываю. В принципе, многие сейчас смотрят телевизор, YouTube, интернет. Многие, в принципе, знают. Если даже не знают, они тут же берут телефон, там Google набирают, Якутия, Сибирия, такие смотрят. И у них всегда картинки выходят там, где заснеженные ресницы, там самая холодная точка планеты. И они сразу, как ты там выжила, там же такая зима, там минус 60 вообще, как люди живут в таких условиях. Я говорю, да, люди вот живут в таких условиях и живут, развиваются, вполне все, есть инфраструктура, люди стараются
Но они, для них это очень, конечно, удивительно. Они такие, да, в таких условиях там строят дома, и там есть больницы, школы. Они очень сильно удивляются, да. То есть это же такие технологии, наверное. Они как-то кто-то начинает там копать глубже, спрашивать. Но это же, наверное, технологии особые применялись для того, чтобы вот это все работало, строилось. Я говорю, да, конечно, это работа очень многих поколений и заслуга очень многих людей, что они вот построили в условиях Крайнего Севера то, что мы сейчас видим, да. На самом деле мы, может быть, уже к этому привыкли, воспринимаем это как должное. На самом деле действительно были технологии, да, в то время. Наверное, такой обратный вопрос. Что бы вы могли рассказать нашим слушателям о Канаде? Мне кажется, Канада очень похожа, да, на Якутию. Так ли это? Или да, не так? Да, Канада очень похожа на Якутию в климатическом плане. Вот в природном плане вот мы побывали во многих парках канадских, и иногда такое бывает даже дежавю, ну прямо вообще вот напоминает там Чучур-Муран, например, да, там, это же вообще просто, там, я не знаю, ну, это Чучур-Муран, или там это горы Верхоянские, прямо вот один к одному. То есть очень много вот таких вещей, которые просто вот очень похожи. Но в то же время есть вещи, конечно, которые очень сильно отличаются, совсем другие, озера, например, да, в Канаде очень много озер, они очень чистые. Природа, конечно, очень красивая, очень разнообразная. Канада большая страна, огромное разнообразие, но все равно вот есть вот это, особенно когда на север едешь Канады, ну там, конечно, вообще еще больше схожего. И люди очень похожи, внешне похожи, мы на них похожи. Я была вот на севере Квебека, когда я говорила, что я из Якутии, они говорят, нет, не может быть. Ты очень похожа на людей, которые живут здесь, не придумывай, ну, типа такого. Ну, еще так, докажи, что ты не отсюда. Вот, ну, в этом плане, да, вот очень много. Поэтому, конечно, у меня, как у якутянина, вообще, я вот вижу очень много. Ну, может быть, еще есть такое, что каждый человек, может быть, ищет что-то такое похожее. Когда он ищет, он находит. Но, тем не менее, все равно очень много вещей, которые действительно, вот, например, в музеях мы были в канадских, и там есть национальная одежда, национальная посуда вот коренных народов Канады. И есть некоторые вещи, которые просто один к одному. Тоже вот в культуре, в плане вот таких вот национальных каких-то моментов схожего очень много. Ну и люди, сами канадцы, они тоже северяне же, как бы получается, они такие открытые, доброжелательные люди, тоже вот я считаю, что тоже похожи на нас. Ну, люди в таких, на севере там тоже в непростых условиях люди как бы, ну, выживают, живут, вот, ну и очень большой интерес. Потому что, когда ты рассказываешь про Якутию, я не встречала ни одного человека, который начал бы там скучать, или ему это было неинтересно. Они, наоборот, начинают еще больше вопросов. Расскажи там. То есть вот это вот очень большой интерес. Ну и многие, наверное, наши земляки тоже самое рассказывают о республике, да. Знаем, что диаспора в Канаде очень активная. Могли бы вот рассказать о деятельности нашей диаспоры? Да, очень, вы знаете, очень активная, потому что очень много активных людей собралось в одном месте. Вот эта синергия, да, скажем так, вот активности многих людей, она, конечно, приносит свои результаты. И люди очень такие подобрались, ответственные, такие очень позитивные и умеющие работать в команде. Поэтому стараемся, конечно, друг друга поддерживать. Ну, как бы поддержка, она заключается не только в проведении там ЭХО, например, да, один раз в год. Мы друг друга поддерживаем морально. Наверное, это вот такой аспект, который важный для нас всех. Ну, у всех бывают какие-то проблемы там бытовые, естественно, особенно, ну, когда ты приезжаешь первый раз в страну и первые несколько лет, очень трудно привыкнуть, потому что все отличается. Система здравоохранения другая, школьное обучение другое, на работу устроиться – это тоже целый, да, вопрос. Очень много времени уходит на изучение английского языка, ну, у людей, например, которые приезжают, да, с не таким продвинутым языком, но тем не менее люди находят работу, люди находят себя, устраивают своих детей. Вот. Поэтому бывает у людей вот такая, скажем так, немножко вот такое желание, чтобы кто-то помог, поддержал там добрым словом. То есть, ну вот человеку даже доброе слово, оно может сыграть очень, да, большую роль. И поэтому вот такая поддержка у нас среди земляков есть. То есть у нас земляки общаются друг с другом, поддерживают друг друга. Студенты друг друга поддерживают. Особенно важно сохранять именно человеческие отношения, особенно сейчас,
когда не все так просто, да. Спасибо большое, Ирина, что приняли участие в нашей передаче. Желаем вам, вашей семье крепкого здоровья, благополучия, успехов. И, конечно же, желаем успехов нашей якутской диаспоре в Канаде. Надеемся, что активные люди будут продолжать действовать, творить вокруг себя добро. Спасибо большое, очень хорошее пожелание. Мы на самом деле очень вдохновлены и очень чувствуем себя окрыленными после нашей поездки в Якутск. И с таким посылом, с таким, скажем так, настроем мы вернемся обратно к себе домой и будем стараться еще больше поддерживать друг друга, помогать друг другу. Такие сложные времена, там тоже у всех разные ситуации. Но, тем не менее, стараться держаться вместе и в будущем помогать родной республике. Это тоже для нас важно. Спасибо большое. Это очень ценно. Спасибо. Дорогие друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях была Ирина Григорьева, представитель саха-канадской диаспоры. А для вас сегодня работали Екатерина Голикова и я, Савина Данилова. Берегите друг друга и до новых встреч! Якутия – это земля, которая навсегда оставляет в жизни и памяти людей свой неизгладимый след, особые чувства. Для кого-то это повод для гордости, что этот край навсегда остался в их сердце родиной. Другим, что они смогли прикоснуться к его истории, самобытности и красоте. Желаем героям нашей передачи добрых дорог, которые приведут их к успеху, энергии, оптимизма и счастья.